Умники и умницы Республики Саха-Якутия. Финал региональной гуманитарной олимпиады школьников. Сегодня определяются абсолютные победители и призеры состязаний – Агонов. Свое решение вынесет высокий ареопаг – компетентное жюри конкурса. Почетный гость Олимпиады – эмиссар российского интеллектуального движения старших школьников «Умники и умницы», член Общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по образованию, делам молодежи и развитию добровольчества Общественной палаты Калининградской области, директор лицея номер 23 города Калининграда Гоман Сергей Станиславович. Жюри финала Олимпиады. Кандидат филологических наук, декан филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Бердникова Татьяна Александровна. Кандидат исторических наук, декан исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Стручкова Наталья Анатольевна. Кандидат искусствоведения, генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Тимофеева Влада Владиславовна. Директор филиала Российского общества знания в Республике Саха-Якутия Апрасимов Дмитрий Андреевич. Секретари ареопага Васильева Алина Петровна и Николаева Юлиана Николаевна. Ведущий финальных агонов, старший преподаватель кафедры русской литературы XX века и теории литературы, заместитель декана филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Жирков Дмитрий Дмитриевич. Мы начинаем финальные телевизионные игры региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Республики Саха-Якутия», которая проводится уже в 4-й раз благодаря инициативе автора и бессменного ведущего интеллект-шоу «Умницы и умники» Юрия Павловича Вяземского. Олимпиада проводится уже в 4-й раз среди учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций по предметам гуманитарного цикла – литература, история, мировая художественная культура. По решению ареопага победители сегодняшних состязаний рекомендуются для участия во Всероссийской олимпиаде «Умницы и умники» на Первом канале. В ней уже приняли успешное участие победитель 2023 года Рената Хабибулина, ученица школы номер 26 города Якутска. Победители 2024 года Неустроева Любовь, ученица Арктической школы, и Бурнашова Анна, ученица СУНС университетского лицея СВФУ. Победители 2025 года Готовцева Марина Саха-политехнического лицея города Якутска, Стручков Айсен, средняя общеобразовательная школа номер 12 города Мирной, который успешно прошел финал федерального этапа на Первом канале. Сейчас внимание на экран. Приветствие Юрия Павловича Вяземского. Дорогие любимые мои якутяне, не смог вам приехать, потому что сейчас в университете МГИМО идет приемная комиссия, и я там должен обязательно присутствовать. Но я с вами, потому что я знаю, что вы талантливые, устремленные, умные, то есть настоящие умники. Вы очень нужны университету МГИМО, и вы очень нужны передаче «Умницы и умники». Поэтому от всей души вам упорства, вдохновения и победного настроя. Удачи! Разрешите предоставить приветственное слово нашему почетному гостю, уполномоченному представителю автора интеллект-шоу, председателю жюри Сергею Станиславовичу Гоману. Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые коллеги. Для меня большая честь приветствовать вас на финале региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Республика Саха-Якутия». Отрадно, что данный финал проходит в рамках 3-х международных интеллектуальных игр. Это значительное, значимое мероприятие для всех, кто так или иначе развивается, двигается и делает огромные успехи в интеллектуальном развитии и своего образовательного учреждения,
и своего региона, и своей страны. Идея, которую обсуждали о начале и запуске гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» с Василием Климовичем Павловым, находит свое подтверждение, реализацию уже 4-й раз, финал. Я желаю вам, дорогие ребята, стойкости, желаю вам мужества и, конечно же, пусть победит сильнейший. Успехов! Школьники со всей республики уже прошли отборочные испытания. Написание эссе и видеособеседование с экспертной комиссией. Сегодня нам помогают Скрыбыкин Александр, ученик 10 класса физико-технического лицея имени Ларионова, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, дипломант первой степени конкурса эссе на английском языке «Знанием победишь», дипломант первой степени в городском конкурсе дебатов на английском языке, лауреат второй степени 8-го республиканского конкурса устных выступлений на английском языке, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Федорова Габриэль Умсура, ученица 10 класса Сунса университетского лицея Северо-Восточного федерального университета, дипломант первой степени Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Наука, творчество, духовность. Москва», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов школьников старших классов «Школьная премьер-лига Санкт-Петербург», дипломант 12-й Всероссийской научно-исследовательской конференции «Открой в себе ученого. Санкт-Петербург», дипломант 12-го межрегионального химического турнира. Имя этого писателя заслуженно стоит в одном ряду с именами классиков русской литературы: Ивана Тургенева, Льва Толстого, Федора Достоевского. Это истинный мастер слова, создавший 3 известнейших романа, начинающихся на ОБ. Обыкновенная история, Обломов, Обрыв. А его очерк «Фрегат Паллада», на страницах которого запечатлено одно из первых ярчайших упоминаний о Якутске и подлинных природных сибиряках, якутянинах, до сих пор остается высшим образцом русской описательной литературы. Это все о нем. Великий русский писатель, известный в шумных светских кругах XIX века как принц де Лень, Иван Александрович Гончаров. Итак, тема сегодняшней Олимпиады – Иван Гончаров, принц де Лень. Разрешите представить вам первую тройку агонистов. Спиридонов Артем Петрович, физико-технический лицей имени Ларионова. Большакова Элеонора Николаевна, Сунс университетский лицей Северо-Восточного федерального университета. Новгородова Милана Владимировна, Намская улусная гимназия имени Охлопкова. Мы приступаем к конкурсу красноречия. Ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. Иван Александрович Гончаров. Как вы понимаете это выражение? Спиридонов Артем, вам слово. Я считаю, что этой фразой Иван Александрович Гончаров хотел сказать, что искренняя дружба, то есть без фальши, без токсичности, может быть только между равными по статусу, по мыслям, по человеческому достоинству людьми. Пример этого мы можем наблюдать, например, в рассказе Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий», где главный герой встречает своего друга, и когда он не знает, что он его по чиновничьей карьере очень сильно обошел, очень дружески с ним обходится, даже шутит, а когда он узнает уже, что он его очень сильно обошел, то он уже начинает как-то преклоняться перед ним, отдавать ему честь. И самому этому герою становится очень неприятно разговаривать со своим уже бывшим другом. Секретари, какое время выступления? Спиридонов Артем. Время выступления 52 секунды. Слово следующему агонисту Большакова Элеонора.
Данное высказывание заставляет задуматься об истинном смысле дружбы. Гончаров говорит, что в ней нет места власти или подчинению. Настоящая дружба, настоящие друзья, они уважают друг друга и принимают такими, какие они есть. Дружба не получается, когда один подчиняется, а другой, наоборот, пытается подчинить своего друга. Только равенство, доверие и искренность становятся залогом истинной дружбы. Секретари, время выступления. Большакова Элеонора. Время выступления 24 секунды. Слово следующему агонисту Новгородова Милана. Я согласна со словами автора, что дружба любит равенство. Равенство здесь подразумевает собой не идентичность, а взаимное уважение и поддержка, без подчинения и унижения. В качестве примера я могу привести дружбу Обломова и Штольца. Штольц искренне пытается помочь Обломову не из желания доминировать, а из заботы. А Обломов же, в свою очередь, не осуждает своего друга за его помощь. Они уважают друг друга, и именно поэтому их дружба продлилась так долго. Новгородова Милана. Время выступления 36 секунд. Благодарим вас за выступление. Высокий аэропарк примет свое решение. Порядок выступления в вагонах. Решение Мариапага. Первому право выступить и выбрать дорожку у Новгородова Милана. Следующий участник – это Спиридонов Артем. Элеонора, ваш выход следующий. Первый выбирает для себя ключевую фразу из 3 доступных Новгородова Милана. Вам предложены слова «журнал», «сходство», «дом», «памятник». Журнал. Журнал. В 1822 году Гончарова 10 лет от роду отвезли в Москву для дальнейшего образования и поместили в одно из средних заведений. Во время учебы он познакомился с французскими беллетристами и перевел роман «Эжена Сю» на русский язык. В каком известном журнале был опубликован отрывок из этого романа? Телескоп. Милана, это правильный ответ, и это орден. Ивана? Второй, согласно очередности, выбирает Спиридонов Артем. Сходство. Сходство. Критик Николай Добролюбов, размышляя о главных героях знаменитых русских романов «Онегин», «Герой нашего времени», «Кто виноват?», «Рудин», «Гамлет» Шигровского уезда, отмечает присущее им всем качество, представляющее разительное сходство с Обломовым. Назовите эту черту. Думаю, что Обломовщина. Это правильный ответ. Орден. Это действительно Обломовщина или же лениопатия, да, по-другому говорит критик Николай Добролюбов. Элеонора, вам не остается ничего, кроме как выбрать дом-памятник. Внимание, вопрос. В честь столетия со дня рождения Ивана Гончарова в 1913-1916 годах в Симбирске был возведен дом-памятник музея и библиотека имени Гончарова. Как звали архитектора, который представил в 1913 году готовый проект дома-памятника? Август Августович Шоде. Элеонора, ваш ответ тоже верен, и это тоже орден. Второй огонь. Агонисты, вам предложены следующие слова.
губернатор, города и реки, иллюстрации. Новгородова Милана, ваше право выбора. Города и реки. Города и реки. Внимание, вопрос. На берегу широкой, пропущено слово, чернеет длинный ряд домов и юрт бревенчатые стены, кругом сосновый частокол. В очерке по Восточной Сибири Иван Гончаров, находившийся в изумительном впечатлении от этого города, процитировал строчки из поэмы «Войнаровский» Константина Рылеева. Какое слово пропущено в первой строке и о каком городе идет речь? Широкая Лена. И речь идет о городе Якутске. Это верный ответ, и это орден. Дополнительный вопрос. Гончаров проводит параллель с каким городом? Географически. Ну, можно и теоретиков спросить. Поступил вопрос, Да, уточнение Якутск, да. от председателя жюри. С каким городом по географическим характеристикам сравнивает Иван Гончаров город Якутск? Могут отвечать любые? Мне кажется, да, это, такой, Могут отвечать это же любые, дополнительный поднимите руку. вопрос. Вот, есть уже. Сафронов Даниил, МОБУСОШ номер 21 города Якутска, город Санкт-Петербург. А какой градус можете подсказать? 61-й. Мне кажется, По медаль. решению жюри это медаль или орден? Спиридонов Артем. Ваше право выбора. Губернатор. Губернатор. Лично любезный, тонкий, образованный чиновник. Чиновник от головы до пят. Как Лир был король от головы до пят. О каком якутском губернаторе так писал Гончаров? Думаю, его звали Константин Григорьев. Это Константин Григорьев. Правильный ответ, и это орден. Элеонора, вам остаются иллюстрации. Как звали художников, которые иллюстрировали отдельные страницы и заставки к главам книги очерков «Фрегат Паллада»? Думаю, это Винокуров и Цельнер. А можете ли вы вспомнить имена, отчества? Цельнера, как я помню, звали Валентин, а Винокурова я сейчас Но, не тем не вспомню. менее, это правильный ответ. Орден. Объявляется третий огонь. Агонисты – ключевые слова на выбор. Экспедиция, 1847 год, архитектурный образ. Новгородова Милана. Ваше право выбора. Экспедиция. Экспедиция. Внимание, вопрос. Кто возглавлял экспедицию, отправившуюся для заключения торгового договора с Японией в 1852 году, которой в качестве секретаря был прикомандирован Иван Гончаров? Адмирал Путятин. Ай, молодец. Это правильный ответ. И это орден. Спиридонов Артем, ваше право выбора. Архитектурный образ. Архитектурный образ. Внимание, вопрос. Этот фрагмент дома-памятника, построенный в честь Ивана Гончарова, заключает в себе главную особенность этого сооружения. Он украшает главный фасад дома-памятника и выше 2 этажей дома, а также крыш 2 боковых крыльев. Какой фрагмент украшает музей-библиотеку имени Гончарова? Думаю, что это триумфальная арка. Это правильный ответ. Это орден. Большакова Элеонора, вопрос для вас. В статье «Взгляд на русскую литературу» 1847 года Виссарион Григорьевич Белинский наравне с романом «Обыкновенная история» Ивана Александровича Гончарова выделил роман другого автора, который, по мнению критика, разделяет с ним первое место среди прочих произведений, вышедших в свет в 1847 году. Назовите этот роман и его автора. Роман, как я помню, назывался «Кто виноват?», а автор
Вроде как Гельсин. Это правильный ответ, и это орден. На этом первый раунд завершен. Мы благодарим всех за активное участие. Надеемся, что во втором раунде участники проявят еще большую активность. Всем спасибо. Будем встречать участников второго раунда. Разрешите представить вам вторую тройку агонистов. Дьяконова Кюнная Николаевна, Намская устная гимназия имени Хлопкова. Максимова Лиана Владимировна, Арктическая школа. Маркова Ким Саяна Николаевна, Маинский лицей имени Тимофеева. Мы начинаем конкурс красноречия. Литература – язык, выражающий все, что страна думает, чего желает, что она знает и что хочет и должна знать. Иван Александрович Гончаров. Как вы понимаете это выражение? Я согласна с выражением Ивана Гончарова. Литература – это действительно не просто описание реальности. Это совесть народа, его разговор с самим собой. И это подтверждает произведение и творчество Гончарова. Например, в «Обломове» он показал внутренний конфликт человека, который касается каждой русской души, особенно в его эпоху. И также он не побоялся обломовщиной вскрыть проблему целого сословия и показать то, что народ не просто знал, а должен был знать. Время выступления. Время выступления 39 секунд. Это была Дьяконова Кюнней. Максимова Лиана, вам слово. Искусство, особенно литература, а особенно хорошая литература, она всегда остро и быстро реагирует на вопросы и проблемы, возникающие в обществе. Поэтому, смотря на литературу, можно понять, чем дышит общество, можно понять, о чем думает и чем живет народ и страна. И нельзя также отрицать и такого пророческого аспекта литературы, потому что литература, она может предсказывать глобальные изменения в обществе и направлять его. Вот. Секретари, время. Время выступления 36 секунд. Это была Максимова Лиана. Маркова Ким Саяна, вам слово. И вправду, Иван Гончаров прав тем, что литература — это язык, выражающий все. Я согласна с тем, что литература, она совсем по-разному влияет на понимание людей, и все они все же в конце концов понимают само произведение. Например, в «Обломове» Гончаров поднимает очень нравственные проблемы, которые никто другой до этого еще не так ярко поднимал. Все. Время выступления 32 секунды. Решение за высоким ареопагом. Что думаете, коллеги? А дальше? Первый выступает Максимова Лиана. После долгих обсуждений приходим к мнению, что второй Дьяконова Кюнней. Из Саяна вам достается третий выбор. Объявляется первый огонь. Первый выбирает для себя ключевую фразу из 3 доступных Максимова Лиана. Вам предложены следующие слова. Янки, часть романа, живопись.
Я выбираю живопись. Внимание, вопрос. Иван Гончаров уделял внимание вопросам живописи в разных материалах. В предисловии к роману «Обрыв», в критической статье «Христос в пустыне», в очерке «Литературный вечер» и других. Но именно это знаменитое полотно великого итальянского художника являлось воплощением эстетического идеала Ивана Александровича Гончарова. Назовите художника и его картину. Сикстинская Мадонна, Рафаэль. Это правильный ответ, и это орден. Дьяконова Кюнней, ваше право выбора. Я выбираю Янки. Внимание, вопрос. Назовите известного исторического деятеля, которого Гончаров описывал следующим образом. Да это отважный, предприимчивый Янки, небольшого роста, нервный, подвижный, ни усталого взгляда, ни вялого движения я ни разу не видал у него. Это и боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях. Это генерал-губернатор по Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Это правильный ответ. Блестящий, это орден. Маркова Ким Саяна. Вам остается часть романа. Внимание, вопрос. Заспанный челядинец, дующий с просонья на квас, и собака, признанная бешеную за это только, что бросалась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда. А какой частью романа «Обломов», пишет критик Александр Дружинин, называет этот фрагмент великолепнейшим? Если я не ошибаюсь, это 9 глава «Сон Обломова». Это правильный ответ. Давайте попробуем на интерес задать вам вопрос. О чем эта глава? Я точно не помню, но вроде там Обломов погружался в свои мечты, опять же. Совершенно верно. Он засыпает и видит сон о своем детстве. И, конечно же, о таком замечательном месте, которое, по сути, действительно воплощает мечту Обломова, Обломовку. Это орден. Объявляется второй огонь. Агонисты – ключевые слова на выбор. Горы, прототип, очаг. Максима Валиана, ваше право выбора. Прототип. Внимание, вопрос. Вся соль романа Гончарова заключается в его герое Марке. Вычеркните Марка, и романа нет. Нет жизни, нет страстей, нет интереса. Обрыв невозможен. Это темная сила, идущая по ложному пути и губящая все, к чему она не прикасается. Так критик Николай Шелгунов отзывается о герое «Обрыва», уподобляя его главному герою романа другого писателя, послужившему прототипом Марка Волохова. О каком герое речь? Евгений Базаров. Герой какого романа? «Горе от ума». Ой, шучу. Там конфликт между кем-кем. Отцы и дети. Это «Отцы и дети». А кто написал? Грибоедов. Ой, Тургенев. Конечно, это Иван Тургенев. Решение жюри. А какая черта? Нигилизм. Хорошо, собралось все. Все-таки это орден. Да, исправились. Орден. Сначала она расслабилась. Дьяконова Кюнней, ваше право выбора. Я выбираю горы. Внимание, вопрос. Назовите современное название города в южном полушарии, в котором побывал Иван Гончаров в ходе путешествия на фрегате «Паллада», и который удивил писателя странными массами гор, имевшими названия «Столовая гора», «Львиная гора», «Чертов пик».
Во время мореплавания к берегам Японии Гончаров посетил очень много стран. И город, о котором идет речь, ныне называется Кейптаун. А полный ответ – это орден. Конечно. У нас есть вопрос от членов жюри уточняющий. Пожалуйста, Дмитрий Андреевич. Вот назовите, в каком материке, либо в какой стране находится ныне этот город? Если я не ошибаюсь, Африка. Правильно. Это правильный ответ. Правильно. Маркова Ким Саяна. Вам остается очаг. Как называл Иван Гончаров якутские камины в своих очерках «Фрегат Паллада». Кажется, это было Чувалы. Да, это правильный ответ. От такого русско-якутского тепла, пожалуй, вопреки пословице «заломит и кости». Конечно же, это Чувалы. Да? Это правильный ответ. Это орден. Объявляется третий огонь. Агонисты, вам предложены следующие слова. Иго, климат, обложка. Максима Вальяна, ваше право выбора. Обложка. Обложка. Внимание, вопрос. Альбом «Герои Гончарова в иллюстрациях русских художников», составленный по материалам фондов Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова, вышел при поддержке Российского фонда культуры в конце декабря 2020 года. На обложке издания карандашный рисунок под названием «Вера». Назовите автора рисунка. Боровский. А имя Боровского помним? Давид. Дмитрий. Так. Давид. Нет. Не... Инициалы помните верно, да? Д. Да, ну, конечно, Давид, да? Нет, она сказала Давид. Да, Давид Боровский, да, совершенно верно. Давид Борисович Боровский. Это орден. Дьяконова Кюнней, ваше право выбора. Я выбираю климат. Климат. Сравнивая Петербург и Якутск, Иван Гончаров пишет, что для полноты картины обоим городам не хватает кое-что позаимствовать друг у друга. Чего, по мнению писателя, не хватает Петербургу, а чего Якутску? По мнению Гончарова, в Петербурге не хватает якутских морозов, а в Якутске не хватает питерской оттепели. Молодец. Это правильный ответ. Орден. Маркова Ким Саяна, вам достается иго. Сибирь не видала крепостного права, но вкусила иго, пропущено слово. Какое иго установил в Сибири, по мнению Гончарова? Чиновничье. Действительно, Гончаров вслед за своим предшественником Николаем Васильевичем Гоголем, да, очень заботился о вопросах чиновнической России. Это правильный ответ, и это орден. На этом второй раунд подходит к концу. Мы благодарим всех за активное участие и надеемся, что в третьем раунде участники продемонстрируют еще больше своих знаний. Всем спасибо. Будем встречать участников третьего раунда. Разрешите представить вам третью тройку агонистов. Васильев Александр Ильич, Республиканский лицей-интернат. Евграфова Нария Николаевна, Сахакорейская школа города Якутска. Хамудаева Марианна Вадимовна, средняя школа номер 23 имени Малышкина. Объявляется конкурс красноречия. Жизнь – борьба. В борьбе – счастье. Иван Александрович Гончаров,
Как вы понимаете это выражение? Васильев Александр, вам слово. Я понимаю это выражение следующим образом. Иван Гончаров говорит о том, что главное в жизни – это именно борьба. С самого рождения человек и до самого конца борется за жизнь. С самых первых пеленок как раз в ходе борьбы человек становится человеком. Он взрослеет, учится речи, становится членом социума, затем строит карьеру. И как раз в отличие от Ильи Ильича Обломова, который умер в молодом возрасте, будучи без семьи, это является противовесом такому человеку, который должен бороться за самую свою жизнь, как великие люди прошлого и настоящего. Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Петр I. На этом все. Благодарю. Время выступления 37 секунд. Евграфова Нария, вам слово. Для меня эта фраза означает, что ценность жизни, она заключается не столько, сколько в самом достижении конечной цели, а сколько в процессе преодоления трудностей. Пока человек развивается, движется вперед, он чувствует, что по-настоящему живет. Время выступления 28 секунд. Хамудаева Марианна, вам слово. Я считаю, что в этой фразе борьба — это не наказание, а шанс. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, у нас есть выбор — сдаться или стать сильнее. Гончаров выбрал второй вариант и оставил нам эту фразу как ориентир. Счастье заключается не в том, чтобы избежать борьбы, избежать неприятностей, а в том, чтобы посмотреть в глаза трудностям и выиграть. Люди зачастую выбирают легкость в своем пути, но на самом деле жизнь, она на грани, где страшно, где сложно, где хочется сдаться. Именно там человек чувствует себя живым. В борьбе мы взрослеем и чувствуем вкус победы, а этот вкус слаще любого покоя. Спасибо. Время выступления 55 секунд. Тут все ясно. Нет, просто мысль-то раскрывается. Сергей Станиславович, вам слово. Большинством разошлись мнения, но так или иначе большинство определило следующий порядок. Марианна, пожалуйста, вы первый игрок, агонист. Александр, вам вторым. И, пожалуйста, Нария, вы третий агонист. Объявляется первый огон. Первый выбирает для себя ключевую фразу из 3 доступных — Хамудаева Марианна. Вам предложены следующие ключевые слова: издание, 2 качества, спектакль. Я выбираю спектакль. Внимание, вопрос. Где и когда состоялась первая инсценировка по роману Ивана Александровича Гончарова «Обломов» на российской сцене? Я думаю, что она состоялась в Санкт-Петербурге, в Василия-Островском театре в 1909 году, примерно в начале осени. Да, это правильный ответ. Это ордер. Васильев Александр, ваше право выбора. Я выбираю 2 качества. Внимание, вопрос.
естественность и присутствие сознания. Вот что отличает этого героя от других. Из этих двух качеств вытекает правдивость в словах и в поступках. О каком герое пишет критик Дмитрий Писарев в статье «Обломов»? Я предполагаю, что данным героем является Ольга Ильинская. А Ольгу Ильинскую отчество помните ли? Ольга Ильинская? Да. Петровна? Сергеевна. Но в любом случае это правильный ответ. Это орден. Евграфова Нарыя. Вам достается издание. Внимание, вопрос. В 1858 году Иван Гончаров перешел в цензурное ведомство Министерства народного просвещения. В 1862 ему было поручено редактировать это издание. Какую газету он редактировал? Это газета «Северная». Полное ли это название? «Северная газета», она так называлась? Ой, «Северная». Северное издание. Северное издание. Вы предполагаете, может быть, уточняющий вопрос, чтобы оправдаться в глазах жюри. А в каком городе издавалось? Не помните. Решение жюри это? Ну, поскольку ответа полного нет, может быть, разыграем тогда среди участников. Попробуем разыграть среди участников, теоретиков и агонистов, сидящих за трибунами. Кто знает ответ, только вы надо можете назвать поднять. полностью, как газета и кому кто Александр издает. поднимает руку. И Марьяна. В 1858 году Иван Гончаров перешел в цензурное ведомство Министерства народного просвещения. В 1862 ему было поручено редактировать это издание. Какую газету редактировал Иван Александрович Гончаров? Редактором какой газеты он был? На трибунах никто не помнит. Секретари, кто из агонистов? Но первым поднял руку. Александр, вам слово. Я думаю, что название данного издания, данной газеты, это «Северная почта». В каком городе? Я предполагаю, что это город, конечно же, северный, получается, Российская империя. Если думать о почте, то можно вспомнить про ямщиков в Якутии, но я склоняюсь больше то, что этот город северный, это скорее северная столица и столица империи, Санкт-Петербург. Отлично. Это правильный ответ. И да. А какому ведомству принадлежала эта газета, чтобы уже медаль такая была полновесная? Вопрос ко мне. Да, к вам. Уточняю. Ведомство. Ну, Питер вы уже ответили. Да. Какое министерство? Министерство имеете? Какое? Да, министерство. Какие были тогда министерства, вспомните? Ну, тогда не было такого Министерства образования и науки, как сегодня. Может, какое-нибудь отделение канцелярия? Нет, там именно министерство чего? Министерство тогда культура? Не совсем так. Не совсем. Министерство внутренних дел. Хорошо. Министерство внутренних дел. Давайте медаль. Это медаль для Васильева Александра, а для Евграфовой Нарыи? Переход со штрафным очком. Без медали, да. Васильев Александр, медаль. Объявляется второй огонь. Агонисты, следующие ключевые слова на ваш выбор. Станция, трудности жизни, актриса. Хамудаева Марьяна, ваше право выбора. Я выбираю актрису. Внимание, вопрос. Как зовут актрису, которая сыграла роль Юлии Павловны Тафаевой в экранизации романа «Обыкновенная история», снятой в 1970 году режиссером Галиной Волчек? Я думаю, что это Анастасия Вердина. Это неправильный ответ. Почему? Фамилию уточните еще раз.
Мы фамилию не услышали. Да. Вернее, услышали неправильно, но думаем, что вы знаете правильно. Да, мне кажется, знает, просто надо... Марианна? Повторить надо. Имя Фамилию. правильно назвали, А фамилию подсказку можно? исковеркали Да сейчас еще чуть-чуть. фамилию, может, так скажет. Вердинская. Да. Ну, давайте мы еще тогда уточним, Да, какую роль сыграла в фильме. Да, уточняющий вопрос от членов жюри. Какую роль сыграла Анастасия Вертинская в фильме, в экранизации? Экранизация «Обрыва», да? Нет. Обыкновенная история. Обыкновенная история. Это же прозвучало в вопросе. В вопросе прозвучало же. Ну. Да, решение жюри. Что делаем для Марианны? Медаль тогда. Медаль. Нет, согласна. Медаль. Тоже медаль. 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 Решение высокого ареопага. Медаль. Вот тут как раз. Васильев Александр, ваше право выбора. Я выбираю станция. Внимание, вопрос. Об одной из почтовых станций Иркутско-Якутского тракта Иван Гончаров писал, что эту станцию называют здесь Парижем, потому что крестьяне из ссыльных ходят в пальто и танцуют кадрили. Как называлась эта почтовая станция? Как я понимаю, вот называлась, получается, она сегодня так не называется. Я думаю, что данная почтовая станция называлась Мухтуйская станция. Это правильный ответ. Сейчас как называется этот населенный? Я думаю, ну, я конкретно не знаю сегодняшнего названия этой станции, но я знаю про населенный пункт Мухтуя, который сегодня называется Ленск, поэтому думаю, Ленская станция. Она, по-моему, сохранилась. Что И это? Близко, но нет. С кем закреплен под Ленском же. Решение жюри – это? Это верный ответ. Орден. Это верный Это орден, это правильный ответ. Орден. Нет, это решается. Ну, Евграфова Нарыя, вам достается «Трудности жизни». Рассуждая о характере Александра Адуева, героя романа «Обыкновенная история», критик Виссарион Григорьевич Белинский утверждает, что дружба трудно дается романтикам, ибо они дружатся по программе, заранее составленной, где с точностью определены сущность, права и обязанности дружбы. Они только не заключают контрактов со своими друзьями. А что, по мнению критика, дается романтикам еще труднее, чем дружба? По его мнению, это любовь. Это правильный ответ. Объявляется третий огонь. Агонисты – следующие слова на выбор. Университет, исключение, культура. Хамудаева Марианна, ваше право выбора. Я выбираю культуру. Внимание, вопрос. Одна из главных идей творчества Гончарова, по мнению Кутейникова, своеобразие русской цивилизации. Это своеобразие формируется русской культурой, обращенной в прошлое, поклоняющейся консерватизму и традиционализму, покою. На чем зиждется консерватизм и традиционализм русской культуры, согласно Ивану Александровичу Гончарову? Я считаю, что на вере, на православии. Да, это православное христианство, это правильный ответ, и это орден. Васильев Александр, ваше право выбора. Я выбираю университет. Внимание, вопрос. В годы университетской жизни Иван Гончаров слушал лекции выдающихся ученых своего времени. Он единственный человек, сохранивший благодарное воспоминание о данном профессоре. Назовите имя этого профессора, который преподавал молодому Гончарову. Дмитрий Шеверев. С фамилией, обратная ситуация с фамилией, все верно, а вот с именем не очень. Будем уточнять, Александр, имя? Так, имя... Петр. девочка поднимает. Так, можно подсказку, пожалуйста? Подсказку. Да. С именем. Ну, мало того, что он являлся профессором,
Он, конечно же, был также и известен как русский литературный критик, историк литературы, поэт, общественный деятель славянофильских убеждений, декан Московского университета, академик Петербургской академии наук, Шевырев, вы действительно назвали правильно фамилию. Ну, Петр близко, но вот тоже что-то... Я называл сначала Дмитрий, да? Вы назвали Дмитрий, Петр, ну что-то близкое, такие известные как бы в России имена, скажем так. Не славянские, христианское, я понимаю. Так-то да. Так, ну может Иван все-таки? Нет. Хоть и русское имя. Давайте передадим право. Давайте. Марианна первая единственная подняла руку. Марианна, уточните имя. Я считаю, что речь идет о Степане Петровиче Шевыреве. Да. Это действительно Степан Петрович. 2 медали. 2 медали. Евграфова Нарыя. Вам достается исключение. Критик Николай Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» ничего не пишет об отдельной категории героев, потому что он, как он сам выражается, осознавал свое совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать об них. О каких героях не стал писать критик? Он не стал писать о женских героинях. Молодец. Это правильный ответ. А можете ли вы вспомнить, почему он вдруг не стал писать ни об Агафье, ни об Ольге? Потому что о них нечего говорить. Можно только что делать? Можно только любоваться. Да, наверное, любоваться их красотой. Да. Но он считал, что все-таки надо быть великим знатоком женского сердца, да, чтобы иметь возможность писать что-либо вообще о женщинах. Тем не менее, это правильный ответ, и это орден. Объявляется конкурс русского языка, который определит участников суперфинала среди выступивших агонистов. Для выполнения заданий русского языка за трибуны приглашаются Большакова Элеонора, Васильев Александр, Дьяконова Кюнней. Агонисты, у вас есть 30 секунд. Можно приступать к заданию. Время. Ручки кладем. Большакова Элеонора, все ответы правильные. 10 правильных ответов. Васильев Александр, 8 правильных ответов из 10. Дьяконова Кюнней, 8 правильных ответов из 10. За трибуны приглашаются Максимова Лиана, Маркова Ким Саяна, Новгородова Милана. Время. Ручки кладем. Кладем ручки. Новгородова Милана. 6 правильных ответов из 10. Маркова Ким Саяна. 4 правильных ответа из 10. Максимова Лиана. 10 правильных ответов. Для выполнения задания приглашаются Спиридонов Артем, Хамудаева Марианна. Задание выполнено раньше времени, можно сдавать.
Спиридонов Артем. 10 правильных ответов из 10. Хамудаева Марианна. 10 правильных ответов из 10. Уважаемые ребята, уважаемые участники, по дополнительному конкурсу «Русский язык» у нас определились 4 финалиста. Это Большакова Элеонора, Спиридонов Артем, Максимова Лиана и Хамудаева Марианна. И теперь, чтобы определить тройку, у нас дополнительный блиц-турнир для вас. Пожалуйста, готовьтесь. Для определения окончательного списка финалистов объявляются дополнительные вопросы. Агонисты. Вопрос номер 1. В каком году на страницах журнала «Вестника Европы» был опубликован роман Гончарова «Обрыв»? Спиридонов Артем. 1869. Это неправильный ответ. Второй была? Второй была Лиана. В 59-м. Это неправильный ответ. Элеонора, Марианна. В 1882. Это неправильный ответ. Элеонора. В 1849. Это неправильный ответ. Дьякон Окиней, ученица 10 класса Намской гимназии. Ответ – это 1868 год, после 20-летнего мучения по написанию его произведения «Обрыв». Внимание, второй вопрос. В части своих путевых очерков, посвященных Якутской области, Гончаров проводит параллели между собственными впечатлениями и материалами предшествующего исследователя, чьи экспедиции были связаны с изучением Новосибирских островов и арктического побережья Сибири. Гончаров цитирует и анализирует его сочинения, отмечая как совпадения, так и расхождения в наблюдениях. Назовите этого исследователя и его ключевой труд, к которому обращается писатель. Марианна. Рылеев, Войнаровский. Это неправильный ответ. Речь идет не о писателе, а исследователе, экспедиторе. Васильев Александр, Республиканский лицей-интернат. Я считаю, что этим человеком был Миллер. Мидендорф. Я думаю, может, это Лазарев? Нет. Надо представлять. Врангель. Опа. Нет. Это уже 20 век. Можно подсказку? В честь него названо несколько географических объектов. Берингов? Нет. Ирина. Вот еще. Баренцев? Нет. Не очень. Мы обнуляем вопрос. Это правильный ответ. Матвей Геденштром. Отрыв о Сибири 1830 года. Вопрос номер 3. Внимание, вопрос. В 1929 году вышли иллюстрации к отдельному изданию главы Сон Обломова. Второй раз эта художница иллюстрировала весь роман. Как звали иллюстратора романа «Обломов»? Это была женщина. Делаем вам подсказку. Ну, все. Снимаем. Ответа нет. Внимание, вопрос. Иван Гончаров однажды сравнил свою привязанность к одной из частей своего дома с глубокой человеческой привязанностью. Как иной не может разлучиться с женою, умирает от скуки, так я не могу разлучиться с моим, с чем именно не мог расстаться. Писатель, назовите это место в доме. Марианна? Его рабочий кабинет. Это правильный ответ.
Это медаль. Вы становитесь первым финалистом. Следующий вопрос. Выдающийся русский литературный критик, публицист и философ, которого исследователи считают крестным отцом Гончарова от литературы. Назовите его имя. Да? Виссарион Белинский. Это правильный ответ, и это медаль. Отвечают Спиридонов и Большакова. Последний вопрос. Внимание, вопрос. Внимание, описывая путешествие по острову Мадейра, Гончаров писал: «Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа, как на бобах, на них зеленая, на других желтая». О каких плодах идет речь? Связка висит. Банан? Спиридонов? Банан. Это правильный ответ, это бананы, и это медаль. Итак, объявляется финал. Обращаем внимание членов жюри и агонистов, что в финале подготовлено только 3 вопроса, по одному для каждого из финалистов. Вам предложены следующие ключевые слова: министр, злой ангел, кинолента. По порядку выхода в финал вы будете выбирать ключевое слово в финале. Хамудаева Марианна, ваше право выбора. Я выбираю министр. Внимание, вопрос. Участник экспедиции на фрегате «Паллада», один из спутников Гончарова, с которым писатель подружился в пути, обладал удивительными способностями для этой экспедиции, в совершенстве овладел голландским и японским языками. В 1874 и в 1888 министр путей сообщения Российской империи. Назовите этого министра. Возможно, это Аполлон Майкин. Это неправильный ответ. Решение жюри. Мы разыгрываем вопрос среди других. Правильно? Есть претенденты. Вопрос разыгрывается среди других участников. Васильев Александр, Республиканский лицей-интернат. Можно уточниться, в каких еще раз годах? В 1874-1888 годах он был министром путей сообщения Российской империи. Я предполагаю, что это был Сергей Юльевич Витте. Это неправильный ответ. Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Это неправильный ответ. Надо снимать. Мы обнуляем вопрос. Правильный ответ – Константин Николаевич Пассиет. Пожалуйста, вопрос для Максимовой Лианы. Кинолента. Кинолента. Внимание, вопрос. Как называется кинолента, снятая в 1979 году по роману Гончарова «Обломов», и кто является режиссером этого фильма? Михалков, режиссер. И название «Гибель одного интересного человека». Вы исковеркали название, но режиссер, в принципе, как будто бы правильный. А какой Михалков? Ох, известное множество. Имя режиссера? Ну, не скажу. Владимир? Скажите. Якно Киней. Название киноленты «Пару дней из жизни Обломова». Режиссер? Михалков. Имя? Сергей. Нет, передайте возможность другому ответить. Режиссером данного фильма был Никита Михалков, отец Сергея Михалкова. Сын. Прошу прощения. Так. Никита Сергеевич Михалков. А название фильма правильное? Корректное название. Получается, его не назвали корректное название. И я тоже не могу.
Вот есть. Вот есть. Пожалуйста, Спиридонов. Несколько дней жизни Ильи Ильича Обломова. Это правильный ответ. Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова, режиссер. По щедрому решению высокого ареопага медали достаются всем, кто дал фрагменты правильных ответов. Артем, вам достается последнее ключевое слово под названием «злой ангел». Внимание, вопрос. Последнюю решительную причину в деградации и смерти Ильи Обломова критик Александр Дружинин видит именно в этом. Последняя решительная причина деградации и смерти Обломова. Да. Ильинская? Это не Ольга Ильинская, это неправильный ответ. Кто был первый? Марьяна Хамудаева. Пшеницына Агафья. А отчество? Не могу сказать, к сожалению. Отчество Матвеевна. Это правильный ответ. На этом финал завершается. Мы благодарим всех за участие и готовы перейти к блиц-турниру. Итак, блиц-турнир. Уважаемые друзья, агонисты и теоретики, у нас еще припасены вопросы, и мы даем вам возможность заработать дополнительные очки. Надеюсь, вы с ними справитесь. Внимание на экран. Следующие ключевые слова. По делам службы, имение, символ, режиссер, картина, название. Мы будем идти по порядку. Начинаем с ключевого слова «по делам службы». Внимание, вопрос. Роман «Обыкновенная история» начинается с описания деревни Грачи, где сын небогатой помещицы Александр Адуев собирается на службу. Куда направляется на службу герой? Большакова. Большакова Леонора, солнце Уфу. Александр Адуев направлялся к своему дяде в Петербург. Это правильный ответ, и это орден. Следующее ключевое слово – имение. Как называется имение Райского, благословенный уголок, в котором находится место всему радующему глаз? В нем только страшный обрыв, которым заканчивается сад, пугает обитателей дома. Кто был первый? Спиридонов, пожалуйста. Спиридонов Артем, ФТЛ, Малиновка. Это правильный ответ, и это орден. Малиновка. Следующее ключевое слово – символ. Внимание, вопрос. Какой образ становится символом весны, зарождающейся любви и пробуждающейся в жизни в романе Обломов? Хамудаева Марьяна, 23-я школа. Это была сирень. И это правильный ответ, это орден. Следующее ключевое слово – режиссер. Внимание, вопрос. Кто является режиссером экранизации романа «Обрыв» 1983 года? Васильев Александр, Республиканский лицей-интернат. Это Михалков. Это неправильный ответ. Бондарчук. Неправильный ответ. Может, Олег Табаков? Нет. Это не он. Максим Уляна, артистическая школа, Александр Белинский. Нет, это неправильный ответ. Режиссера мы просим, кинорежиссера. Правильный ответ – Владимир Венгеров. Внимание, следующий вопрос и следующее ключевое слово под названием «картина». Внимание, вопрос. Какой картине Ивана Крамского была посвящена критическая статья Гончарова 1874 года? Кто был первый? Тем ФТЛ, «Христос в пустыне». Это правильный ответ, и это орден «Христос в пустыне». Внимание, последний вопрос. Ключевое слово название. Как в начале Иван Гончаров хотел назвать свой роман «Обрыв».
Да, пожалуйста, представьтесь. Спиридонов Артем хотел, по-моему, Вера. Это правильный ответ, и это орден. На этом блиц-турнир завершается. Мы готовы перейти к подведению итогов и торжественной церемонии награждения победителей региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы» Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, участники замечательной игры «Умницы и умники», уважаемые наши коллеги, учителя, подготовившие таких замечательных детей, сегодня мы получили истинное наслаждение, слушая ваши рассуждения, правильные ответы, логику, как вы подходили к поиску правильных ответов. И, конечно же, мы все восхищены объемом ваших знаний. Спасибо вам огромное. Дорогие участники, замечательное сегодня событие. Это регионального телевизионного гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Поздравляю вас еще с одной победой, потому что участие в таком мероприятии – это прежде всего победа вас самих. То, что вы получите призовое место или не призовое, это не означает, что вы не достигли какого-то успеха. Успех сегодня был. Я сегодня тоже хочу сказать слова благодарности вашим помощникам главным, семье и учителям, которые вывели сегодня вас на такую широкую публику, на региональный уровень. Спасибо вам самим за то, что вы приложили такие усилия. Было видно, что вы волновались, было видно, что вы переживали. Это самое замечательное. Переживать надо. Достигать успеха нужно. Только через переживание, как сегодня было, да, слова Гончарова, через борьбу, через преодоление трудностей мы идем к своему успеху. Поздравляю вас от всей души и желаю дальнейших успехов. Спасибо. Уважаемые ребята, преподаватели, организаторы замечательной игры. Действительно, сегодня финал был очень достойный, и вы, ребята, показали свой ум, талант, свой интеллект и эрудированность. Подобные мероприятия расширяют наши общие горизонты, наши возможности. А сейчас время необычное, время перемен и возможности открывается перед всеми нами. И в первую очередь перед вами ребята, которые заканчивают сейчас школу, определяют свой жизненный путь, свою профессию. Я думаю, гуманитарные науки – это прекрасная область. А лично мне было очень приятно услышать ваши знания в области изобразительного искусства, что вы знаете русских художников и, в принципе, мировую историю искусства и культуры. Спасибо вам большое. Дорогие ребята, уважаемые учителя, сегодня я поистине насладился прекрасной игрой, да, насладился тем, что у вас огромный уровень знаний, да. Мне было очень приятно видеть то, как вы по-настоящему переживаете, да, вспоминаете и делитесь своими знаниями по-настоящему на трудные вопросы. И я присоединяюсь к словам благодарности в адрес ваших наставников, учителей, да, которые вам помогают, подготовили вас. И действительно, ваш уровень, он, могу честно сказать, что вы по-настоящему будущая интеллектуальная элита нашей республики. Так что дерзайте, успехов вам дальнейших. И я надеюсь, что мы с вами еще не раз столкнемся в жизни, да, и будем друг другу помогать. Уважаемые ребята, благодарю вас за талант, за труд, за те усилия, которые вы приложили, вышли в финал. Это большая победа и отличные возможности для вас,
который предоставляет и республика, и наша страна. И отдельные слова благодарности команде Малой академии наук за высокую организацию, за прекрасно проработанные методические комиссии, вопросы, за глубину, за очень тонкие вопросы. Жалко, что отечественный кинематограф вы не совсем знаете нашего классика, да, Никиты Сергеевича Михалкова, оскароносного режиссера. Ну вот вам задание на лето посмотреть все его фильмы, насладиться этим прекрасным режиссером и взять в копилку в свою будущую жизнь ощущения и переживания, которые обязательно вы испытаете при просмотре его хороших и великих работ. Также отдельные слова благодарности нашему бессменному ведущему Дмитрию. На протяжении всех сезонов уровень выдержки, мастерства восхищает. И сегодня Дмитрий еще раз, вернее, смог поработать и по своей прямой специальности, да, проверял работы в части правильности расстановки ударений. И борьба, которая сегодня развернулась впервые за эти годы, когда мы определяли финалистов путем такого непростого конкурса на время конкурса русского языка. Спасибо большое, ребята, вам за участие, за включенность в это движение. Также благодарю педагогов, администрацию школ, которые в этой пучине находят возможности и дают возможности для ребят, которые развиваются именно в этом направлении, в гуманитарном направлении. Отдельно радует физтех-лицей, который в своих физико-технических направлениях находит возможность поддержать и гуманитарное направление. В общем, большая, серьезная командная работа. И в этой части наш секретарский корпус тоже поработал на славу. Большое спасибо и надеюсь на пятую финальную историю, которая, вернее, не финальную, а пятую юбилейную историю, которая, даст Бог, случится в будущем году. Успехов тем, кто поедет в Москву. Имена победителей Олимпиады. Максимова Лиана. Арктическая школа. Молодец. Молодец. Угу. Так, пожалуйста. Угу. Хамудаева Марианна. Средняя школа номер 23 имени Малышева. Прям поздравляю. Достойный результат. Хорошо у вас получилось. Надо справляться с аудио. Оно вам где-то мешает. Поздравляю. Молодец. Умница. Умница. Молодец. Поздравляю. И, наконец, имя абсолютного победителя региональной гуманитарной олимпиады школьников республики. Умники и умницы Республики Саха-Якутия Спиридонов Артем. Физико-технический лицей имени. Молодец. В Москву получится тебе поехать? Хочешь? Ну как так? Давай, люди бьются. Поздравляю. Молодец, Артем. Поздравляем, Артем. Финалист, абсолютный победитель по положению и по регламенту отправляется в Москву. Рекомендован для участия в Всероссийской олимпиаде на Первом канале. И, Артем, вам такое право принадлежит. Вы им обязательно воспользуйтесь. Такой шанс выпадает не каждый раз. Вы заслужили его своим трудом, своим талантом. Надеюсь, у республики, у школы получится, у ваших родителей вас отправить на запись передачи. И Юрий Павлович разрешил еще 2 игроков по итогам сегодняшней игры. И благодаря такому большому праву приглашаются в Москву Хамудаева Марианна и Дьяконова Кюнней. Это был финал региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Республики Саха-Якутия». Тянитесь к высоким знаниям. Уважаемые школьники, подавайте заявки. Увидимся в следующем году.